Люди в ярко-оранжевых жилетах, которые то и дело суетятся у домов с метлой и огромным мешком для мусора. Именно такими, спеша с утра по делам, мы запоминаем дворников. Они наводят чистоту, убирают разбросанный нерадивыми горожанами мусор. Зачастую мы не знаем даже их имен. Минислам Акчурин – один из тех, кто стоит на страже чистоты двора уже много лет. Каждый день с 7 утра и до 4 часов дня к своей работе относится с особым трепетом. Работал я и сантехником. Приходилось мне и уходить, обратно возвращался сюда. Заключается в том у меня работа, что зимой, конечно, сложнее снег убирать. В этом году очень много снега было. Вы сами видите же. Потом, что у меня? Жильцы у меня в основном ко мне относятся с положительной стороны. Я тоже к ним. Хочу пожелать, чтобы жильцы обратили внимание на труд дворника. Не кидали мусор в неположенных местах, особенно с балкона. Убедительные просьбы им. Иначе у нас сложно будет работать. Особенно летнее время. А зимнее время у нас мы отходы чистим, чтобы контейнер выезжать было, мусорная машина подъехала. Удобно было убрать, и самому удобно было. Дворник – одна из немногих профессий, которой мало коснулся технический прогресс. Инвентарь все тот же, что и 100 лет назад. Метла, лопата, грабли и ведро с песком. Зимой с уборкой снега выручает трактор, но он не везде может проехать, поэтому и приходится дворнику орудовать лопатой. В общем, работа не из легких, но наш герой с ней справляется на ура. Хороший человек, работает постоянно, то есть выполняет свою работу добросовестно, доброкачественно. То есть претензий к нему никаких не имеем, наоборот, даже поощряем его труд и его заслуги. Отзывчивый, хорошо работает. Мы еще спим, он уже гремит контейнерами. Всегда и зимой порядок в подъездах, а летом еще лучше. Не найдешь бумажки. Очень отзывчивый, хороший Макс. Профессия дворника не позволит вам растолстеть и убережет от сердечно-сосудистых заболеваний. Вы всегда будете в отличной форме и прекрасном настроении. Именно так относится к своему предназначению Минислам Акчурин. Далеко идущих планов у нашего героя нет. Завтра утром он снова возьмется за лопату, а вечером придет домой, чтобы с чувством исполненного долга отдохнуть в семейном кругу. Алена Полянская, Гульхамитова, Дамир Хайблин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.